Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире передача «Буква закона». Меня зовут Павел Стаценко. Как всегда, говорим о ваших правах, способах их защиты и обо всем, что с этим связано. Тема сегодняшней передачи – Кодекс административного судопроизводства, который вступил в силу с 15 сентября 2015 года. Гость программы, разрешите мне его приветствовать, это Мария Алексеевна Кузьмина, судья Якутского городского суда. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время. Итак, мы сегодня обсуждаем Кодекс административного судопроизводства. Это новый кодекс. Он вступил в силу 15 сентября 2015 года. Мария Алексеевна, как вы думаете, а в чем предпосылки, какие, почему потребовалось принятие нового кодекса? Пожалуйста. Дело в том, что вопрос обсуждался достаточно длительное время, более 10 лет ведутся разговоры о создании специальных административных судов, и создании, соответственно, специального процессуального кодекса. Тенденция вообще связана с тем, что, скорее всего, это специфичные дела, поскольку имеются два субъекта разных уровней, то есть один властный субъект, другой гражданин, как правило, либо организация. И, соответственно, субъекты разные, и специфика дел связана с реализацией властных полномочий и защитой прав. И, соответственно, внедрение специального процессуального кодекса, оно способствует повышенной защите прав граждан и организаций. И в новом кодексе нашли реализацию меры по медиации, альтернативного судопроизводства, то, что наиболее сейчас обсуждается очень сильно, активно, да. То есть это такой, можно сказать, первый шаг к той модели судоустройства, которая считается у нас идеальной, или которая обсуждается, которую хотят выстроить в Российской Федерации. Понятно. Да, скорее всего. А какова статистика дел? У нас часто обращаются граждане за той категорией дел, которая регулирует сейчас Кодекс административного судопроизводства. По делам, возникающим из публичных правоотношений, граждане обращаются достаточно часто, и в последнее время, после введения Кодекса административного судопроизводства, как показывает статистика, действительно количество дел значительно увеличилось. К примеру, с 15 сентября по 30 сентября поступило таких исков 77, Якутский городской суд. А с 1 октября по 26 октября уже 411 административных исков, то есть существенно повысилось более чем 4 раза. Это серьезные такие цифры. Видно, что Кодекс административного судопроизводства все-таки он такой популярный достаточно. Это популярное общественное отношение обхватывает. Хорошо, а давайте начнем с новеллы в составе лиц. Появились новые, скажем так, стороны, новое название. Пожалуйста, расскажите, в чем новая форма искового заявления и так далее, пожалуйста. Новые лица, участвующие в деле, это, конечно, стороны, как вы сказали, да? Административный истец появился и административный ответчик. Административный истец – это тот, кто ранее был заявителем, назывался в ГПК, то есть это лицо, которое обратилось в суд в защиту своих прав, законных интересов, либо лицо, в интересах которого подано такое заявление. Административный ответчик – это лицо, которому предъявлено подобное требование, то есть это, как правило, орган государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления. Это могут быть должностные лица, муниципальные служащие или государственные служащие. Также в КАСе прописано отдельно, что это могут быть организации, которые осуществляют отдельные государственные функции. Но пока без расшифровки. Пока без расшифровки. Еще раз, заявителем могут быть и граждане и организации. Еще прокурор, в принципе, также, может... сторонами могут быть прокурор, который обращается в защиту прав неопределенного круга лиц, государства, либо в защиту лиц, граждан, которые не могут в силу своего здоровья, либо по иным причинам самостоятельно обратиться в суд. И также в КАСе, в отличие от ГПК, более подробно прописано, что в целях защиты прав, свобод и охраняемых интересов других лиц могут обращаться и по другим основаниям организации, либо граждане. То есть перечень немножко расширен. Расширен, да, по сравнению с тем, что было. А скажем так, административное исковое заявление, по сути дела, наверное,
в основной массе, она не отличается от тех требований, которые как бы выставлял ГПК к заявлению. То есть просто единственное наименование, да, меняется. Да, наименование поменялось, и в КАСе просто более подробно расписано, что там должно быть, по каким основаниям предъявляется и какие документы прилагаются к исковому заявлению. Хорошо. А вот каков порядок обращения в суд все-таки на сегодня по КАСу? Порядок обращения в суд. Лицо, которое считает, что его права, законные интересы нарушены, либо вот в защиту таких прав другого лица, пишет исковое заявление административное, которое должно соответствовать требованиям, предъявляемым КАС. И если оно само, вот заявитель, да, гражданин обращается, то он сам подписывает и, соответственно, обращается в суд. Если это оспаривается действие, бездействие или решение госоргана, должностного лица, либо органа местного самоуправления, срок составляет 3 месяца. То есть изменений здесь нет. Если оспариваются, например, действия судебного пристава-исполнителя, то там более краткий срок, 10 дней. То есть вот те сроки, которые и ранее были. Которые ранее были, да. А сроки рассмотрения дела, они изменились немножко? Сроки рассмотрения дел изменились в основном в части как раз-таки оспаривания действий, бездействия решений органов и других властных субъектов. Ранее рассматривалось в течение 10 дней, теперь срок увеличен до 1 месяца. А вот давайте подробнее более о том, какие требования. Ну, в административном исковом заявлении должны быть основания, как бы, да, ну, это понятно. В чем случилось, и, как бы говорится, что ты хочешь, да? А вот нет, что ты хочешь, это должно быть требования. Вот какие требования, и они появились новые более-менее, да? Вот тут мы до этого обсуждали. Да, то есть в КАСе появились требования конкретизированы, то есть ранее в ГПК они не были конкретизированы, прямо указывается, то есть о признании недействующим полностью или в части нормативного правового акта, если оспаривается такой акт, о признании незаконным полностью или в части решения или действия бездействия, которое оспаривается, об обязанности административного ответчика принять решение по конкретному вопросу или совершить определенные действия в целях устранения допущенных нарушений, об обязанности административного ответчика воздержаться от совершения определенных действий, то есть это вот новелла, и об установлении наличия или отсутствия полномочий на решение конкретного вопроса органам государственной власти, местного самоуправления и другими властными субъектами. Тоже это новелла. Пока с такими требованиями не обращались? Не обращались, и, видимо, вот судебная практика разработает, потом высшие суды обобщат, и после этого уже можно конкретно говорить. Да, но эта новелла, в принципе, достаточно интересная для практиков, конечно. А появилась новая, ну, вернее, это было раньше, но сейчас, по-моему, это закреплено более так расширено, это извещение по СМС. Да, извещение сторон, да. Да, извещение сторон по СМС, оно закреплено теперь и в Гражданском процессуальном кодексе, и в КАСе, конечно, тоже закреплено. То есть, если сторона желает, чтобы, то есть согласна, чтобы ее извещали через СМС-уведомление, то нужно заполнить определенную форму, подать в суд, подписав ее, и, соответственно, после этого судебное извещение считается направленным надлежащим образом после отправки СМС, независимо от того, прочитает сторона ее или не прочитает это сообщение. Ну, это, наверное, удобство прежде и суда, и, наверное, и сторон тоже, в принципе. Да, конечно, для сторон очень удобно. Для сторон очень удобно. Если они согласны на это. Давайте перейдем к вопросу достаточно такому, ну, новелла, это действительно новелла. Это представительство. Впервые в законе, ну, наверное, не впервые. Первый раз, по-моему, было в ВПК в начале 2000-х. Правда, Конституционный суд это отменил. Не знаю, как сейчас он к этому отнесется. Это закрепление быть представителем только тем, кто имеет высшее юридическое образование. Более того, оспорить нормативно-правовые акты теперь возможно только через представителей. А вот как вы считаете, эта новелла, это в связи с чем она была принята? Вот, в принципе, в судейском сообществе это обсуждается? Как бы, вот, цели для чего?
Ну, мы исходим из того, что это для более повышенной защиты граждан, ну, в основном граждан, конечно, поскольку данная категория дел, она имеет свою специфику, то есть как раз-таки противостоит гражданину, как правило, властный субъект. И для того, чтобы правильно вести дело в суде, правильно доказать свою позицию надлежащими доказательствами, необходима, конечно, квалифицированная юридическая помощь. Но таким образом она реализована в кассе, а как дальше пойдет правоприменение, это конечно, будет зависеть понятно, уже. Да, понятно. А вообще, то есть это в принципе связано с особой сложностью дел, я так понимаю, да? По оспариванию нормативно-правовых актов, конечно, там особая категория, сложная категория дел, и необходимы специальные знания. По оспариванию действий, бездействия решений тоже можно сказать, вот хотя бы в качестве примера, да, если оспаривается отказ органа местного самоуправления в предоставлении земельного участка, там тоже исходит орган местного самоуправления из специальных актов муниципальных, то есть административные регламенты, другие подзаконные акты, и поэтому не всякий гражданин в краткие сроки может в них разобраться. Ну да, конечно, действительно. И в связи с этим, как бы граждане, вот на практике, если посмотреть на применение ГПК и ту идею, которую заложил сейчас КАС, это поможет гражданам, как вы думаете? Вот такой подход. Вот как ваше мнение? У гражданина еще имеется возможность самому подписать исковое заявление и выступать в суде. То есть для этого диплом не требуется. Ну, это, конечно, если представитель участвует, вот КАСом предусмотрена такая обязанность. Пока сложно сказать. Пока сложно сказать. Хорошо. Давайте поговорим непосредственно о новеллах в судебном процессе. Вот, пожалуйста. Ну, вообще, наверное, надо рассказать. Мало ли кто, может, не знает, и кому это интересно, вообще, как строится судебный процесс, и, в принципе, в КАСе, на примере КАСа. Когда поступает исковое заявление административное, оно регистрируется в суде, и в 3-дневный срок, то есть этот срок сокращен, раньше было 5 дней решения вопроса о принятии, суд решает, принимать или не принимать. Если имеются какие-то недостатки, оставляется без движения, о чем лицо уведомляется. Если исправляются недостатки, либо недостатков не было, соответственно, исковое заявление принимается. Судом назначается подготовка. В ходе подготовки стороны могут быть вызваны на собеседование, либо на предварительное судебное заседание, либо может быть назначено сразу судебное заседание. В судебном заседании каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается. В частности, вот, допустим, в зависимости от категории дел. Если оспаривается нормативный правовой акт, заявитель должен доказать, каким образом данный нормативный правовой акт нарушает его права и законные интересы, в какой части. Административный ответчик должен доказать законность либо этого нормативного правового акта. Если оспаривается действие, бездействие или решение, то, соответственно, оспариваемые действия, законность его. И в отличие от ГПК, от искового производства, КАСом предусмотрена активная роль суда. То есть это тоже служит дополнительной гарантией для защиты прав заявителя, административного истца. То есть суд может по своей инициативе истребовать доказательства, обязать орган, должностное лицо представить какие-то документы, необходимые для разрешения дела. И в случае, если необходимо, то суд вправе выйти за пределы исковых требований. Ну, это вот такое, это тоже очень серьезная достаточно новелла, потому что раньше приземлилось, что суд вообще отстраняется, и, по сути дела, стороны должны доказывать все, на что они ссылаются, и то, что они требуют, и так далее, и так далее. По ГПК так и есть. Да, так и есть. А вот здесь, все-таки, наверное, признает законодатель, что в спорах между гражданами и организациями и, по большей части, государственными органами, государственные органы все-таки, экономические, не знаю, социальные, сильнее, да, по отношению. Поэтому суд как бы вот так. Или все-таки это не направлено на помощь физических лиц вообще, в принципе? По таким делам, по административным делам, активная роль суда, она как раз-таки направлена на защиту более слабой стороны. Слабой стороны, конечно. Как правило, это административный истец. Как правило, да. Хорошо. А вот есть меры предварительной защиты. Тоже как бы есть определенные, новшества, не новшества, изменения, пожалуйста. Вот в чем?
Ранее в ГПК не были предусмотрены подобные меры предварительной защиты. Сейчас они предусмотрены, и более того, по отдельным категориям дел они даже указаны, какие меры могут быть приняты. Например, по оспариванию нормативного правового акта можно применить меру предварительной защиты в виде запрета применения оспариваемого нормативного правового акта, ну или его положений отдельных, которые оспариваются, до разрешения дела. По оспариванию действий, допустим, имеется возможность применить такую меру, как приостановить действие оспариваемого решения, ну или действия. Ну, это такая очень важная часть, потому что все-таки решения могут принести достаточно серьезный ущерб гражданину, и поэтому эти меры направлены на защиту. Но есть еще процессуальное принуждение. Новые, допустим, новые виды процессуального принуждения, что тоже как бы так достаточно КАС внес, наверное, ну, пожалуйста, да. Меры принуждения процессуального, они в ГПК тоже содержатся, но КАС, он расширил их перечень также. Да. И прямо предусмотрено, что есть возможность ограничить выступление, либо даже запретить выступление, то есть лишить права голоса в том случае, если сторона, либо другое лицо, участвующее в деле, выходит за рамки иска и начинает, не придерживается существа иска и уже начинает говорить на другую тему. Ну, это аналога этого нет, по-моему, ни в ГПК, ни в ВПК, да? Нет. Часто вот хочется применить такую меру процессуальную? Ну, пока не было. Ясно. Но у нас еще достаточно серьезно повышены судебные штрафы, да? Да, действительно. На граждан сейчас может быть наложен штраф до 5000 рублей по КАСу, на юридических лиц до 50 тысяч рублей. Ну, наверное, тоже в зависимости от того, насколько грубое нарушение совершено. А вообще часто приходится, ну, и раньше, допустим, тоже же были предусмотрены, наверное, штрафы. Они применялись вообще часто, нет? Нет, штрафы применяются не часто, очень редко, потому что все-таки стараемся без необходимости не применять меры процессуального принуждения. Хорошо. Давайте еще рассмотрим, какие новеллы, в принципе, Кодекса административного судопроизводства, вот вообще, в принципе, о каких новеллах можно рассказать? По КАСу теперь обязательно ведение аудиопротокола, то есть суд сам ведет аудиозапись, эта аудиозапись приобщается к материалам дела, стороны могут ознакомиться путем прослушивания. То есть раньше и в ГПК, и сейчас в ГПК также такого требования не содержится. То есть новелла тоже направлена на повышенную защиту прав лиц, участвующих в деле, чтобы не находилось места для того, чтобы протокол судебного заседания не совпадал вот с реальными действиями суда и лиц, участвующих в деле на судебном заседании. То есть все отображается на аудиозаписи. Это очень важно. Об этом давно говорили. В системе арбитражного судопроизводства давно было введено. Говорили о том, что мы хотим ввести в системе судов общей юрисдикции. Это действительно так. А вот если сторонам тоже дано право, в принципе, проводить, конечно, да? А если произойдет такая ситуация, что аудиозапись, противоречит друг другу, да, если, допустим, теоретически такое представим, что может произойти? У стороны имеется возможность подать замечание на протокол судебного заседания. Это может быть и на письменный протокол, и на аудиопротокол. Да, срок подачи жалобы достаточно короткий на протокол, да? Но поэтому часто очень юристы и участники судопроизводства этого не делают. Хотя, в принципе, я хочу сказать, что это очень такой серьезный механизм, им надо пользоваться. Хорошо. А что еще, какие новеллы вносит КАС? КАС внес такую новеллу в данную категорию дел административных, как примирительные процедуры, то есть ранее ГПК не предусматривала возможность заключения мирового соглашения, а в КАСе уже предусмотрено, что стороны
по любой категории дел практически могут заключить соглашение о примирении на любой стадии производства. И более того, КАС позволяет приостановить производство по делу для заключения такого соглашения. Ну, вот тут вот такой момент, что вы думаете, как, вот, в принципе, на перспективу будет работать примирение сторон в такой категории дел? Или... Возможно, редко, но будет, потому что и ранее тоже бывали случаи, когда стороны до судебного заседания между собой заключали некие соглашения, и в судебном заседании приходили и говорили, что спора больше нет, и отзывали свое заявление. То есть такая форма мирового, в принципе, была, да? Да, фактически она существовала. Хотя достаточно редко, и ясно. А вот КАС еще уделяет внимание и вообще примирительным процедурам, вы правильно сказали, и медиации, и примирение, и так далее, и так далее. А вообще, вот, в принципе, отвлекаясь маленько, вот немножко развивая, может быть, тему, медиация в городском суде может быть по спорам с административными органами или вообще, в принципе, даже если, допустим, заходить по ГПК. Часто применяется медиация? Медиация не так часто применяется, как хотелось бы. Ну, вот да, просто как хотелось бы. Ввиду, видимо, того, что недостаточно информации о этом виде примирения сторон. По ГПК хочу сказать, что в Якутском городском суде уже заключались несколько медиативных соглашений, и в этом году они заключались, то есть сторонам разъяснялось их право, стороны соглашались, уходили на медиацию и уже приходили, вот работали с медиатором, медиатор с ними работал, и приходили уже с готовым медиативным соглашением, которое утверждается судом в виде мирового соглашения. Ну, в принципе, то есть медиация потихонечку набирает ход, и мы будем надеяться, что в рамках Кодекса административного судопроизводства она также будет работать. Да. У нас остается буквально чуть более 2 минут. Мария Алексеевна, давайте еще какие у нас есть новеллы административного судопроизводства, на которых можно обратить внимание. Да, хотелось бы обратить внимание на то, что есть возможность упрощенного производства. Это тоже такая новелла, которая не была в ГПК. То есть, если стороны сами ходатайствуют об этом, обе стороны, либо истец ходатайствует, а ответчик не возражает, либо стороны не являются на судебное заседание, и их явка не является обязательной, применяется такая процедура, как упрощенное производство. То есть дело рассматривается без судебного заседания, без протокола, и только по письменным доказательствам выносится решение, которое в тот же день выносится полностью и не позднее следующего дня должно быть направлено сторонам. Вот, в принципе, раньше что-то подобное было, нет? По такой категории дел нет. По такой категории дел нет. Такого не было. Что еще, какие у нас буквально остается минута? Ну, в принципе, нужно сказать, основная масса, конечно, перешла из ГПК, из АПК, очень много норм перешло в Кодекс административного судопроизводства. Ну, хорошо. Большое вам спасибо, Мария Алексеевна, за то, что уделили нам время и рассказали о Кодексе административного судопроизводства. Спасибо. Дорогие друзья, наше время подходит к концу. Нашу передачу вы можете посмотреть на сайте НВК онлайн, а также на нашей страничке Facebook, facebook.com/буква закона, или на моем сайте advokatstacенko.rf. На этом, в принципе, все. Спасибо, всего доброго, следуйте букве закона. До свидания.